В состав комиссии вошли сотрудники управлений МВД, МЧС, Федеральной налоговой службы, представители Ростехнадзора и муниципальных образований. Замминистра энергетики и ЖКХ Алисхан Зауров подчеркнул, главная цель – не препятствовать малому и среднему бизнесу, а обеспечить его безопасность. Комиссия создана по распоряжению главы Республики Ингушетия Махмуда Али Калиматова в целях проверки автозаправочных станций на предмет правомерности их деятельности, а также принятия меры по устранению нарушений в ходе реализации горюче-смазочных материалов. Мы провели работу по составлению реестра этих заправочных объектов, и получилось так, что в этом реестре идут несостыковки в части того, что фактическое количество заправочной инфраструктуры намного больше, чем тех же зарегистрированных объектов в Ростехнадзоре, также юрлиц в налоговой, МЧС и так далее. На совещании приняли решение об инвентаризации автозаправочных станций и занесении в единый республиканский реестр. Говоря проще, это будет общая база для Ростехнадзора, МЧС, налоговой службы, органов исполнительной власти и муниципалитетов. По данным Росстата, на территории региона 388 станций заправки, в числе которых и газовые колонки. Неизвестно, есть ли у них разрешительная документация, состоят ли на учете в налоговой или в Ростехнадзоре, отвечают ли нормам безопасности. Это будет выяснять комиссия в ходе рейдовых мероприятий. И чтобы в дальнейшем мы могли, как говорится, спать спокойно, зная, что на этих объектах проведена вся необходимая работа по промышленной безопасности, что эти объекты у нас зарегистрированы, и МЧС знает об этих объектах. Недопустимо расположение заправочных станций на путепроводах или под ними. Расстояние между АЗС и жилыми зданиями должно быть не менее 50 метров, а между ними и водоемами не менее 100. Это только малая часть правил, соблюсти которые нужно обязательно открывающему АЗС. О последнем печальном случае нарушения промышленной безопасности страна услышала 14 августа, когда в Махачкале взорвались 2 цистерны с топливом. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Его тушили 3 часа. Погибли 36 человек, 119 были ранены. В Братской республике был объявлен траур. В августе 2019 года в Ингушетии в результате утечки газа на АЗС ранения получили 7 человек. В городе Сунжа газ некоторое время скапливался вокруг территории заправки. В какой-то момент полученная искра воспламенила горючее и произошел взрыв. Трагедией мог бы обернуться и случай утечки газа на АЗС в июне текущего года, если бы не срочное вмешательство компетентных органов. Мы же видим, каждый день какая-то новая заправочная станция появляется, как грибы после дождя. Поэтому в первую очередь нам надо думать о населении. Поэтому в этой части я сказал, что фиксирует лишь, потому что каждому органу будет дана соответствующая оценка со стороны главы республики. Представители муниципалитетов рассказали, уже на уровне местного самоуправления ведется работа по выявлению нарушителей, реализующих горюче-смазочные материалы. В частности, на территории Назрани осуществляет деятельность 33 АЗС, 18 из них газозаправочные. Выявлено, что 2 из них вели нелегальную деятельность. Они осуществляют свою деятельность незаконно, и на основании суда, согласно тому материалу, направленного администрации города Назрань, суд на сегодняшний день закрыт. В ближайшие дни, когда будут разрешены организационные вопросы работы комиссии, ее представители начнут полноценную работу в каждом районе и населенном пункте республики. Адам Мережков, Султан Булгучев, Новости 24.